наши предки, они вот эту любовь в ссылке хранили теплом, а потом передали нашим родителям. Родители наши сделали так, чтобы мы переехали сюда, а наша задача – сохранить это и передать следующему поколению. Если, выбрано так судьбой, что я художник, значит, я должна это сделать. Я умею это через картины, и я хочу передать следующему поколению, чтобы вот это наш край. Моя семья переехала в 1992 году. Это очень такое сложное время. Еще у тебя за спиной, когда 4 детей, это очень сложно. Моя семья жила в Самарканде, да. С большого города попасть в маленький и вообще в село, это было возле Белогорска. Были трудности. Мы ходили учиться пешком 4 километра. Это сложность нас, 4 девочек и моих родителей, это наоборот сплотило, объединило. Мы друг друга оберегаем. Это вот все-таки повлиял этот фактор быть вместе. Моя семья, конечно, меня поддержит в моем творчестве. Если иногда не всегда вдохновение, не всегда тебя хочется, чтобы, да, конечно, уровень, там хочется, чтобы тебя узнаваемость была какая-то, может быть, популярность это плохое слово, популярность, но не всегда же это, не всегда. И, конечно, бывают и моменты отчаяния, это любой художник вам скажет, что как будто бы недооцененный. И в этом как раз вот в этот момент моя семья, мои родные мне говорят: нет, Зарима, если тебе это дано, ты, значит, на верном пути. Мой талант – совокупность 2 факторов – трудолюбие и, конечно же, Богом данная данность. Я закончила инженерно-педагогический университет, правда, заочно, но все равно это очень, сказалось, потому что это крымско-татарский, все-таки орнаменты, это тоже это все в совокупности, оно привело меня к этому. На крымско-татарский орнамент я обратила тогда, когда мы нашли случайно в Сандыхе в Алашкином Сандыхе нашли бабушкин кусочек такой вышивки. Это она вышивала моему прадедушке, это кусочек пояса. Ткань она делала сама, и золотом вышита, была золотая нитка. Этот орнамент у меня висит дома. Когда я стала изучать орнамент, через этот орнамент стала разговаривать со мной бабушка. Она мне посыл, наверное. Это же все-таки как-то программирование. Все равно, когда вышивали, что-то программировали. И стала изучать, и это стало для меня книгой. Вот до сих пор я всегда привязываюсь к этому орнаменту. Да, орнамент у меня, конечно, более такой современный, какой-то, можно даже сказать, дерзкий, немножко отличается от классических этих канонов, но база, изначальные эти элементы, и я их умею читать, это все исконно то, что должно быть в орнаменте. Как бы я их современно не исполнила в своих работах, они в моей такой технике, можно так сказать. Впечатлило меня этот орнамент. Я 4-е поколение, и оно выехало из Крыма, заехало в Крым и попало именно в мои руки. Если вы заметили, такие работы не маленькие, не люблю возиться в мелких, именно маслом. А когда беру графику, тогда увлекаюсь, и эта линия, она это прям как завитуха за завитухой, и это очень уносит и увлекает. В графике люблю покопаться, прям дотошность, как и в орнаменте. А масло люблю большими, широкими, и чтобы это быстро было. Как-то положил цвет и немножко подправил.
подтолкнуло меня на графику. Это старый дом возле моей бабушки. Был какой-то разваленный дом, а там в основном все старые дома – это татарские дома. Такие саманы с черепичными крышами. Это был первый мой опыт. Потому что я думаю, это как раз дом с историей, и он валится, его надо запечатлеть. Потом, конечно, увлеклась статьями, стала как бы более вникать в это, углубляться, и это меня затянуло. Графика в основном мечети, потому что в каждом селе, в каждом как бы местности самая главная достопримечательность – это мечеть. И, конечно, ну как бы привязка идет к мечети. И когда я ее рисую, а они же везде разные, ну как бы в разных селах по-разному эти мечети строились. И как бы и вот это увлекает, конечно. И там опять-таки черепица, там идет и фактурность стен, обломленность черепицы. Где-то, может быть, лежит камень какой-то, который лежал там еще до нас. И вот через эту графику хочется оставить след, потому что это все разрушается. Я очень много посмотрела и вообще Рамиса Нетовкина. Это прям, ну вот настолько легкость. Зарема Тарсинова. Это вот легкость в графике, это надо уметь. Там черно-белое, показать цвет в черно-белом. Это, может быть, я так сказала, как бы так, ну, цвет в черно-белом, но показать то, что не в цветном, цветное, это сложно. Графику надо чем-то взять, потому что если цвет всех привлекает, все равно цветной всех привлекает, то графика, тут как раз фактурность, тут как раз дотошность, вот эти вот линии, вот они как бы сплочаются, эти линии, и в какую-то общую картинку, и так эмоция, выходит оттуда эмоция. Вот и если это получилось у меня, я прям, ну, это хорошо. Вот к этому я стремлюсь. Я просто делаю то, что я хочу, и то, что я умею. А вот так вот глобально, что я несу? Ну, несу информацию. Однозначно это будет информация, потому что орнаменты, что ну, даже обычный натюрморт – это информация. Как бы, а тем более графика моя, как бы, это информация. Ну, глобально сказать, что я какую-то миссию выполняю, но это очень высоко сказано. Нет, я обычный человек, и как бы я делаю просто то, что люблю. Это мне нравится, это в этом мое успокоение. Нет, не всегда бывает вдохновение, наоборот, бывает точка отчаяния. И вот тогда я беру ручку и листок. Для меня море – это очень ценное. Я так благодарна, что я живу возле моря. Во-первых, оно забирает горечь, как и кофе. Я очень люблю кофе. Когда мне тоскливо, больно, кофе своей горечью, оно дает такую сладость. Вот это ценно. И море. Я очень плохо плаваю, но к морю хожу здороваться и вдохновляться. Море. Вдохновляет меня мой народ. Наши сильные мужчины, волевые сильные мужчины и трудолюбивые женщины. Своим творчеством я бы хотела показать то, что надо, чтобы идти вперед, надо сначала знать свое, чтобы тебя не сбили с пути. Потому что если ты не знаешь свои корни, ты не будешь знать, что делать впереди. Вот. Мое творчество то, что почему старые фотографии, почему старые дома. Вот пока ты вот это не пройдешь, вот этот эмоциональный фон, ты пока это не получишь, не наполнишь как сосуд, и только тогда ты можешь отдавать. Пока ты пустой, а пустота в чем? В нашем неведении.
надо общаться больше с нашими стариками, с нашими как бы бабушками, дедушками, родителями. Сейчас, конечно, в современном мире это очень сложно, очень темп сильный, быстрый, но надо находить время и разговаривать с ними. И тогда наполняешься и отдаешь в любой крымско-татарской семье. Сохранить традиции вне Родины, сохранить какие-то книги, вышивку и привести опять то, что как бы уничтожили, хотели стереть, но не получилось, потому что это благодаря только нашим бабушкам и дедушкам. Вы понимаете? Это настолько ценно, это настолько глубоко, и я не имею права разбрасываться.